女士们、先生们，大家上午好。刚才我和中国国务委员兼外交部长王毅同事就几种关系进一步发展合作进行了深切的会谈。我们商定了加深政治对话，加强人文和安全领域的合作，并扩大经济贸易往来，积极推动中济沪铁路项目。机方愿同中方一道以两国元首的重要重视为引领，推动双方合作不断向更好水平迈进。Уважаемые журналисты, дамы и господа, только что состоялись весьма плодотворные переговоры с членом Государственного совета, министром иностранных дел Китайской Народной Республики господином Ван Йи в рамках его официального визита в Кыргызстан. Мы обсудили актуальные вопросы кыргызско-китайских отношений и определили новые задачи, долгосрочные планы. Хотел бы особо отметить, что сотрудничество с Китаем имеет приоритетный характер во внешней политике Кыргызской Республики. Мы дорожим установившимися отношениями добрососедства, дружбы и сотрудничества. Важно подчеркнуть, что между нашими странами нет никаких политических причин и разногласий, препятствующих дальнейшему поступательному развитию двусторонних отношений, которые характеризуются всесторонним стратегическим партнерством. Мы едины во мнении, что за 30-летний период установления дипломатических отношений между нашими странами достигнуты положительные результаты по всем приоритетным сферам двустороннего взаимодействия. Мы намерены и далее укреплять политический диалог и прилагать усилия для реализации достигнутых между президентом Кыргызской Республики Садыр Нургулжоевичем Джапаровым и председателем Китая господином Си Цзиньпинем договоренностей. Китай, Кыргызстан ведут активное сотрудничество в сфере безопасности и совместно противодействуют новым традиционным вызовам и угрозам. Вопрос обеспечения региональной безопасности и стабильности остаются важной составляющей двустороннего взаимодействия. В настоящее время мир переживает сложный этап. Негативные последствия эпидемии коронавирусной инфекции продолжаются, возрастают факторы нестабильности в регионе. В этом контексте кыргызская сторона выражает поддержку инициативы китайской стороны по глобальной безопасности, которая направлена в первую очередь на укрепление взаимного доверия и обеспечение совместной безопасности. Торгово-экономические связи и инвестиционное сотрудничество между Китаем и Кыргызстаном имеет большой потенциал. Сегодня мы обсудили такие ключевые темы, как повышение уровня товарооборота и увеличение объемов грузопотока, оптимизация работы пунктов пропуска на границе, экспорт кыргызской экологически чистой сельскохозяйственной продукции в Китай, реализация проекта строительства железной дороги Китай, Кыргызстан, Узбекистан, а также грантовых проектов в области транспорта, коммуникаций, сельского хозяйства. Мы придаем важное значение практической реализации проекта строительства железной дороги Китай, Кыргызстан, Узбекистан. В начале третьей декады июля текущего года в Кыргызстан прибыла первая группа китайских экспертов, которые совместно с кыргызскими специалистами будут заниматься проведением полевых изысканий по кыргызскому участку дороги. Начало полевых изысканий стало возможным по итогам неоднократных переговоров на уровне экспертов Китая, Кыргызстана и Узбекистана,
прошедших за последние месяцы текущего года. В ходе сегодняшней встречи с господином Вани, моим другом, мы также провели обмен мнениями о реализации грантовых проектов в Кыргызстане инфраструктурного характера и отметили важность практической реализации проекта строительства ирригационных сооружений. Данные проекты, также другие гидротехнические объекты, которые будут построены за счет грантов правительства Китая. В текущих условиях маловодья призваны решить проблемы обеспечения поливной водой и будут способствовать укреплению продовольственной безопасности, а также развитию сельскохозяйства Кыргызской Республики. Китай оказывает значительную поддержку Кыргызстану в борьбе с пандемией коронавируса, сотрудничает в обмен опытом в области здравоохранения и будет далее укрепляться. Кыргызстан и Китай настроены на активное расширение сотрудничества в области цифровизации и информационных технологий, в том числе развития электронной коммерции. Мы также обсудили необходимость совместных усилий для укрепления приграничного сотрудничества и взаимодействия между регионами двух стран. Кроме того, обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. Особо хотел бы отметить, что Кыргызстан и Китай успешно взаимодействуют в рамках международных и региональных организаций. По линии ООН наши страны оказывают взаимную поддержку по многим актуальным вопросам поддержания мира и стабильности, социально-экономического развития, охраны окружающей среды. В текущее время по инициативе президента Кыргызской Республики Садыр Нурбек Джапарова продвигает проект резолюции ООН об объявлении 23-27 годы пятилетия действий по развитию горных регионов. Отрадно отметить, что суть и цели данной идеи созвучны с инициативой председателя Китая, уважаемого господина Си Цзиньпиня, по глобальному развитию в части, касающейся необходимости стремления к гармоничному существованию человека и природы. Текущая сложная ситуация в мире и регионе, нарастание факторов непредсказуемости и нестабильности, замедление темпов развития мировой экономики из-за пандемии, экологические проблемы касаются многих стран мира и требуют совместных действий. В этом ключе Кыргызстан поддерживает создательные инициативы Китая глобального масштаба, такие как идея создания сообщества единой судьбы человечества. Кыргызстан высоко ценит важную роль и значение данной идеи в реализации повестки Дня ООН в области устойчивого развития. Все это свидетельствует об активном сотрудничестве Кыргызстана и Китая в рамках международных и региональных организаций. Уверен, что итоги официального визита господина члена Государственного совета, министра иностранных дел КНР господина Вани в Кыргызстан придадут большой импульс для развития всего спектра кыргызско-китайских отношений как на двусторонней основе, так и в многостороннем формате. В заключение хотел бы поблагодарить уважаемого господина Вани, моего друга, за предметный, открытый и содержательный диалог. Хочу пожелать вам приятного и полезного пребывания в Кыргызстане. Спасибо за внимание. 各位记者朋友，大家好！很高兴再次访问巨子时代。刚才外长先生所对我们这次会谈所做的概括和总结，我都完全同意。那么，外长先生刚开始用中文讲一段话，那么讲得非常的标准。但我觉得更重要是体现了外长本人对中国的友好的感情，实际上也反映了73年里和中国人民之间这种传统的友谊。今年是我们建交30周年，30年来中吉关系历经风雨考验，走过了不平凡的历程。在两国元首的这样的引领之下，我们两国已经是名副其实的好邻居、好朋友、好兄弟，也是好伙伴。那么，我跟外长先生的会谈，就是这个4好关系的一个象征。
刚才外长先生谈到，我们之间没有任何的分歧，没有任何的悬案，我们只是要友好、友好再友好，合作、合作再合作。为此呢，我们都认为我们应该将中级的全面战略伙伴关系推向一个更高的水平。我们要着眼今后30年的中级关系的发展，那么确定共同打造中级的命运共同体，为构建更加紧密的中国中亚命运共同体和人类命运共同体来做出中级两国的积极的贡献。也都认为面对当前复杂的地区和国际挑战，我们应该加快落实习近平主席提出的全球发展倡议和全球安全倡议。那么，以此来共同促进中亚的稳定和发展，共同反对在本地区制造动荡和分裂，共同坚持真正的多边主义，共同维护好国际关系的基本准则，同国际社会一道，团结应对全球性的挑战。第三，我们也都同意进一步加强两国的团结协作，那么坚定地支持对方维护主权、安全和发展利益，坚定地支持彼此走符合本国国情的发展道路，坚决反对任何外部势力干涉我们两个国家的内部事务。第四，我们也一致认为，一致决定要加快高质量共建“一带一路”。中吉乌铁路是地区互联互通的战略性的工程，启动这一重要项目的时机和条件已见成熟。我这次出访再次感受到吉尔吉斯斯坦还有乌兹别克斯坦对这一重大项目的高度重视和殷切的期待。我要告诉大家的是，中方的首批专家团队前2天已经抵达了吉尔吉斯斯坦，勘探的工作。也就是说，建设中吉乌铁路的进程已经开启。这对三国人民，特别是对吉尔吉斯斯坦人民和乌兹别克斯坦人民来讲，应该是一个重要的好消息。此外，我们也都同意要通过商讨，进一步加快中吉的一些重大的项目的推进，尤其是涉及到吉尔吉斯坦的民生的项目，比如说楚河2号水区，我们也派专家组克服了疫情的干扰和影响，到贵国来进行考察，还有市政网络，那么水利建设等等。我们也愿意增加开设新的边境口岸，就是贝德里口岸，那么使两国的人员和货物可以更加顺畅的这个相互往来。我们还愿意呢，根据吉尔吉斯斯坦国家发展的需要，那么帮助吉尔吉斯斯坦发展和培育生态、农业、畜业，那么开展电子商务，还有这个本地的跨境支付，以及开拓绿色能源这方面的新的合作生产点，那么共同来建设绿色丝绸之路，那么构建共同发展的新格局。第5呢，我们也一致同意要大力弘扬中吉的世代友好，我们将尽快在吉尔吉斯斯坦建成鲁班工坊。这个鲁班工坊就是为了吉尔吉斯斯坦培养更多的专业技术人才，是一个职能教育的一个中心。我们还希望跟吉尔吉斯斯坦早日互设文化中心，那么增进我们的民心相通，夯实两国关系的民意和社会基础。总之，站在建交30周年这一新的历史起点上，中吉关系迎来了重要的发展机遇。我们愿意共同努力开辟两国关系更加光明的未来，也更好的造福、更多的造福中吉的两
国的人民。谢谢各位。